По словам главы Ингушетии, изменения продиктованы тем, что министерств, ведомств и различных контор, связанных с землепользованием, очень много, из-за чего усложняется процедура установления ответственности при нарушениях и наведения порядка в этом вопросе. Органами прокуратуры республики только в минувшем году выявлены сотни случаев незаконного выделения участков, нарушений при проведении процедуры торгов на право заключения договора аренды. В одном только Алиюрте должностные лица незаконно выделили 231 земельный участок. Такая же ситуация в Насыркорте и Кажево и многих других селах. Каждый метр земля должна быть взята в аренду. У нас 11 участков для реализации нацпроектов. Школы, детские сады, ФАБы, ФОКи. Но до 24-го у нас еще более 70 их. По всем до 24-го года каждый глава не только района, города и населенного пункта, а мы знаем, где у нас будут расположены эти объекты. Докладывать, отчитываться по каждому объекту главе и правительству нашей республики. Это вопрос серьезный. Значит, на контроль возьмите и мне, значит, давайте до 1 апреля тогда докладывайте. Все участки, разграничьте их, я сказал, поставьте щиты для детских садов, для чего они там находятся, и чтобы это было видно. И никто их не трогал. Вы, Кажево, найдите, значит, землю для школы, которой вы говорите нету. Найдите ее. Это же надо, самое большое село, землю мы не можем найти, вы, Кажево. Там школа, которая стоит, там невозможно детям находиться. Они туберкулезом будут болеть, астмой будут болеть. Через год-два в начальной школе, где мы были там. Я обращаюсь особенно к главам. Это будет, пока я здесь нахожусь на этой должности. Я каждый раз буду вас спрашивать за это. Руководитель региона подчеркнул, что ситуация дошла до того, что важные объекты, больницы, дома культуры, ФОКи, школы из-за бездумного, неграмотного распределения земель и проектирования приходится строить на отдаленных участках, окраинах населенных пунктов, что неудобно для жителей. Наведите порядок в нормативно-правовых документах. Формирован у вас бюджет? На сегодняшний день у них есть финансы? Расписаны? Вот имейте в виду, через месяц, через 3 месяца сам лично буду приезжать и беру любую строку расходов и буду говорить с народом. Вот здесь написано было, что сделают дорогу. Вот где спрашиваете, не разбазаривайте деньги. За вас работать никто не будет. Я вам даю такую возможность, статус ваш поднять. Я вас не опекаю там, но спрашивать буду те полномочия, которые на вас возложены. В заключение Махмуд Али Калиматов предупредил, что все, кто как-либо связан с вопросом учета, распределения и выделения земельных участков, несут персональную ответственность за самое строгое соблюдение установленных норм законодательства в этой сфере. Беззаконие в этом вопросе будет устранено под его личным контролем.